Так, сейчас слово предоставляем Владимиру Ивановичу Членову, президенту торгово-промышленной палаты, депутату Народного депутата Государственного собрания. Спасибо. Еще раз добрый день. Конечно, говорить сегодня будет очень трудно, подобрать все необходимые сегодня слова и предложения. Дело в том, что при принятии данного закона в первом чтении достаточно активно проходило обсуждение, не только в партиях, а в отдельных депутатах, у которых возникло много вопросов. Я не знаю, всем ли раздали сейчас эти документы, и несоответствие закона с пояснительной запиской сразу возникло, у многих возникли вопросы. Вот записка пояснительная, она характеризует развитие потреб кооперации на примере области. И этим все сказано. Закон у нас о потреб кооперации в республике. Это разные совершенно вещи. К сожалению, вот сейчас даже, конечно, сегодня познавательных будет выступлений много, познавательных. Боюсь, аналитических выступлений будет немного. Почему так происходит? А то, что мы помним, каким был Холмс, молодежь не помнит, мы помним. Мне, не скажу, что посчастливилось, а пришлось 10 лет непосредственно руководить Холмсом. Я был министром торговли 10 лет в Республике Саха-Якутия, как раз в то время, когда Холмс начал разваливаться. Я этим, конечно, не горжусь, а стыжусь. Так произошло. Политической воли, и не важно сейчас кивать там, как сказал мой коллега, кто там разваливал Россию в начале 90-х годов. Фамилии-то известно, далеко ходить не надо. Мы и разваливали, мы оказались демократами. Я 38 лет в партии, горжусь, в партии коммунистической был. Наверное, не в этом вопрос, а то мы сейчас тут друг друга начнем неправильно понимать. 17 мая 1992 года Гайдар, будучи председателем правительства, издал маленькое такое вот постановление. Оно называлось скромно «О ликвидации в России централизованного снабжения». И все. Я думаю, что его подготовили, конечно, там, в Америке, это постановление. После этого в России начался тот самый хаос, который мы до сих пор не можем понять. То есть то, что нам принадлежало, и мы готовы были в своей стране заниматься самообеспечением, централизацией, культурой производства, все было ликвидировано. В том числе и потреб кооперации. Она не получила той самой должной государственной поддержки, на которую как раз и нацеливали все документы. Вот что у нас произошло. Вот это подлежит тщательному анализу. Когда сегодня мы говорим только про Мирюмовский, и там какой-нибудь, еще не буду называть, свое родное, Сунтарское, вот, Анатолий Афанасьевич, мы гордились Сунтарским райком, а уж Ленинским, тем более, Юждинским нынешним. У нас есть что вспомнить. Но речь о чем идет? Ведь еще были и Булунская, и Кисюрская райком. В Арктике была потреб кооперации. И в Менинском Лусе. То есть потреб кооперации, как сегодня сказали, прям в самом первом выступлении, это отрасль экономики, хозяйственная. А потом тут заговорили за некоммерческую общественную организацию. Совершенно разные вещи. Давайте-ка все это мы сейчас запутаем так сами себя, что это за организация. Было 188 тысяч пайщиков, 188 тысяч пайщиков. В справке написано 30 тысяч осталось. Это куда 150 тысяч исчезло? Живых физических лиц в нашей республике, которые вышли из системы кооперации, им она надоела или стала неинтересной. Почему? Где ответ на эти вопросы? Если мы сейчас этим законом не примем меры, чтобы не только восстановить 188 тысяч, а куда у нас исчезли? Уехали, что ли? Это серьезный вопрос для меня.
Если не будет пайщиков, значит нет никакой кооперации, не на что болтать. Значит, нам нужно всем вступить в эти пайщики и получить ту самую ценную бумагу. Пай. В чем он выражается? В каких деньгах? Про ваучер мы все знаем. Кто не ленивый, особенно молодые люди, я вам рекомендую прямо сегодня сходить в глухой переулок. Там есть наш якутский фондовый центр. И вы хоть своими глазами, чтобы вам пригоды ваши туда отвели, увидите, как развивался рынок ценных бумаг у нас в Якутии в 90-х годах. Вот тогда мы и профукали потребкооперацию. Книжка-то издана со столетней историей. И в 20-е годы хватало мозгов у людей, кто стоял у истоков создания потребкооперации, и боны выпускать, и облигации. Людей-то надо привлекать через интерес, а не ла-ла-ла-ла призывами на собрание. Вот отсюда у нас отсутствие аналитического материала не дает возможность быть уверенными в принятии закона. Поэтому записка пояснительная к закону требует коренного изменения, иначе закон не будет принят. Объясню почему. 2 года назад в Театре оперы и балета прошло большое событие. Оно уже осталось незамеченным для присутствующих. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации приехали сюда, пригласили министров сельского хозяйства Российской Федерации для того, чтобы показать и обобщить опыт работы кооперации в Республике Саха-Якутия. Не понял? Мы лучшие в Российской Федерации по развитию потребкооперации сельскохозяйственной. Лучшие. И вдруг у нас вот такие результаты, которые мы сегодня плачевно вот рассказываем. Отсутствие этого, того нет, все развалилось. И что такое-то? Мы лучшие. Мы 10 миллиардов выделяем ежегодно, миллиардов рублей, Илтумен утверждает, для поддержки кого? Сельских жителей. 45 рублей мало на молоко. А в Оренбургской области 6 рублей. А в Новосибирске, зайдите, 10 рублей. А мы что молоко пьем? Новосибирское. Домики в деревне. Это вопросы для того, чтобы осознать, в каком объеме мы будем оказывать государственную поддержку нашей потребкооперации. Сколько миллиардов надо? Значит, нужно взять из 10 миллиардов, кто скажет сколько? 3 миллиарда. И отдать потребкооперации. У нас есть крестьянский рынок. Крестьянский рынок. Так называется, нет? Отдать его Колбасу. Если мы говорим, что на крестьянском рынке должны торговать кто? Пайщики. И не только те, которые живут в Чурапче, в Мырыле, или в Мандыгае, или в Хоруле, или в Ильяе. А почему сегодня не могут быть пайщиками наши родовые общины? Они вообще остались один на один. Родовая община Аллайка. А кто это? Нужна потребкооперация в республике, как у чуваш, у татар, у удмуртцев. Зайдите в интернет. Нам станет стыдно. У них законы работают. Я сегодня готовился к этой встрече не просто лозунги говорить, а стыдливо признаваться, что я один из участников развала потребкооперации Республики Саха-Якутия. В 90-х годах. Тогда не хватило политической воли принять закон о государственной финансовой поддержке потребкооперации. Все. Кто руководил республикой? Мы руководили. Не один Михаил Ефимович. Вот. А у татар, у чуваш, у мордвов и у башкир политическая воля была, считайте, когда принято закон. В 90-х годах. Так и назывались, о государственной поддержке и потребкооперации. Вот и все. И они сегодня эти инструменты им пользуются. Читайте. И вот сейчас мне показывает Петр Николаевич, неделю назад, Гордеев, он самый большой начальник сейчас у нас, зампредседатель правительства, проводит совещание, где обязывает все органы власти обратить внимание на господдержку. С чем придет наша республика?
И опять где проводить? В Калуге, где образец работы под этой кооперацией. Что это такое-то вообще делается? Там, где должна быть кооперация, у нас в Якутии, она просто жизнью востребована. Нужно объединиться. Объединиться. Консолидироваться. У нас этого нету, ничего. Поэтому учиться вот в такой вот Калужской области меньше Чуравчинского улуса. Ну, понятно, что это несоответствие. А что тут написано? А написано как раз то, что мы написали сейчас в своем законе. Прямо на русском языке. Прямо я читаю. Необходимо при подготовке государственной программы развития потреб кооперации в части закупок сельхозпродукции у субъектов малых форм хозяйствования, у граждан дикоросов, лекарственных растений, организации торговли, мобильных и так далее. У нас все это написано в законе. А как мы без закона будем это делать? Значит, первый выбор мой. Закон необходимо принимать во втором и окончательном чтении. И это будет принято в мае месяце. Вы меня извините за самокритику, мы уже месяц бла-бла-бла и ничего не сделали. Вот сегодня площадка. Сегодня будет, завтра еще будет площадка. Но мы не видели дискуссии ни в печати, нигде. Все отмалчивают, сидят и ждут. Кого ждут? Это сегодняшнего дня ждали, что ли? Но мне понравилось другое. Спасибо, вот сидит Воромыгин Николай. Я с таким удовольствием, не всегда времени хватает, как у всех у нас, зашел в Инстаграм и нашел его блог. И когда проходил конгресс народа Саха, совсем недавно, на Саха языке, естественно, на родном языке, то там было много уделено потреб кооперации. И если мы посчитаем, я сейчас с удовольствием взял и дословно прочитал, там написано «душа народа Саха». Вся она заложена в потреб кооперации. Что нужно делать? Значит, вопросы, они настолько перезрели, теперь нам осталось только назвать, сколько, где взять финансовый средств. А дальше там написано, процентные ставки субсидировали. Теперь я хочу подчеркнуть, а кто должен заниматься всем этим делом у нас в республике? Кто? Солодов, Петров, Козлов, Иванов? У нас есть распределение обязанностей. Вообще вот, что откуда с России идет, это Министерство сельского хозяйства. Это раз. У нас еще есть Министерство предпринимательства и торговли. Это два. И хватит. Вот пусть два и отдуваются. Одни за то, что производится и закупается, а другие поддержка предпринимательской инициативы и торговли. Пусть ответят вот сегодня представители министерства. Объясняю почему. Потому что Петр Николаевич, пусть он не откажется, подписывал с Иваном Ивановичем Слепцовым, а я был участником, соглашение любить друг друга, уважать друг друга и поддерживать друг друга. Из 3 обещаний любят, поддерживают и ничем, еще там уважают и ничем не поддерживают. Результат вот на бумаге. Сколько тогда пусть ответит мне Петр Николаевич или представители здесь потреб обществ получили поддержки от Минсельхоза из этих 10 миллиардов. Тогда нам станет ясно, через какие формы. Я читаю справки, что самым ущербным это слабая материальная база. Развалились все. Пекарни развалились. Я не буду называть. У нас 600 населенных пунктов. В каждой пекарне. Вот в этом техникуме, замечательном кооперативном, и еще у нас есть колледж технологии, готовят пекарей. И где эти пекари работают? Вопрос. А готовят для потреб кооперации, они все в городе работают здесь. Проблема трудоустройства, проблема, это вторая проблема. Это кадровое обеспечение, модернизация системы потреб кооперации. Я сейчас буду заканчивать. Я могу долго говорить. Но я хочу привести все к одному знаменателю. Чтобы депутаты ЛКМ приняли этот закон через месяц, месяц остался, да? Нужна не просто говорильня, а расчет и результат. Пока этого мы не видим. Я вам сказал почему. Нам это было сделано как замечание.
И повторяю, не в холосе дело. Если мы только опремся на холос, то это будет неправильно, закон не будет принят. Не будет. Нас опять отправят на осень, мы как инициаторы, и опять будем так вот собираться. Поэтому я предлагаю здесь участникам, особенно те, которые приехали оттуда с мест. То, что сейчас говорил Петр Револьдович, я могу согласиться. Все уже растащили, все уже купили, в магазинах полных домов, там пионеры. Мы знаем фамилии, кто это сделал. Большие люди. Ну, что об этом говорить? Для чего? Для прессы. Кости перемоем сейчас друг другу. Ну, разве это дело, что? Какую базу угробили в Осетрово? Крупнейшие базы в Российской Федерации. Уж я-то там все пешком прошел. Такую базу угробили. Это нужно ума хватить. Или что, это Дмитрий Дмитриевич виноват, что ли, Попов? Сейчас давайте будем вспоминать. Нет, конечно. Отсутствие, я еще подчеркну, государственной поддержки. Все. У нас закона не было. Значит, без закона, без механизма, без госпрограмм финансирования не может быть. Это будет авантюризм. Дам, не дам, хочу, не хочу. Вот в чем дело. А был бы закон, как у татаров чуваш. Все, хочешь, не хочешь. Другое дело, много денег или мало денег. Но механизм-то работает, а у нас он не работает. Их пророк просто не существует. Поэтому я извиняюсь за... У меня есть еще кое-что было бы сказать, но я оставлю на потом. Вот, еще послушаю выступающих. Но мое убеждение в одном, что этот закон, я сказал уже, нужно принимать. И я сам тоже выступил перед Алексеем Сергеевичем, это факт. Просил всех членов партии «Единая Россия» поддержать. И он мне сказал, Алексей Сергеевич, мои члены партии, фракции, она самая крупная в Лукумене, сказал, инициатива коммунисты взяли, давайте вместе с коммунистами. И я тогда выступал, когда на Лукумене, сказал как раз те слова. Это первый проект закона после обращения нашего главы, что нужно консолидироваться. Я хочу, чтобы этот закон, вот этот именно, да, ответил на призыв нашего главы, как консолидированный, общепонятый всеми закон, необходимый для жителей республики. И подчеркиваю, не только сельских жителей. Не надо спекулировать на этом. Надо как раз уже вовлечь и промышленные центры в это дело. А то так вот только мы, как деревню, ну я не буду называть любой улус, выпячиваем. Я подчеркну, если мы в Арктике не создадим потребкооперацию, там-то госторговли вообще нет, тогда как мы людей-то бросим вообще? Вы хоть представьте себе, если раньше там были Колымтор, Индивинтор, значит, Сикси был, значит, Мортранс и так далее. Сейчас никого же нету. Людей просто оставили один на один. Без гвоздей, без стекла, без шифера. Вы как собираетесь вообще в республике в этой делать благодать-то? Это с ума сойти. Как может трудовая община выживать там в Казачьем, в Тумате или в Каире? Это благодаря только благодаря предпринимателям. Но предпринимателей-то нужно объединить для поддержки, а не подачки выдавать там. Транспорт, сейчас вот написано в справке там насчет хлебопекарен, что все у нас пекарня, черти что, как выглядит. Если поехать сейчас вот вам кино показать, какая пекарня в Чекурдайке, то вы не поверите, вы скажете, нельзя в такой пекарне хлеб печь. Его есть нельзя. Черные стены, все вот так вот бегают, так все страшно. Потому что довели, потому что госторговли нету. Я заканчиваю мысль на чем? Потому что именно в Арктике это будет одна из всех привилегий для потребкооперации создания. Я уверен в этом. Спасибо. Я извиняюсь. Да.